Приветствую, друзья! Программа «Просто вкусно», канал Якутия-24. С вами Петр Цепандин. Как видите, мы находимся в ресторане Red and Green. Со мной, как обычно, Семен Тарбахов. Семен, приветствую. Петр. И к нам сегодня в гости пришла Рита Якушева. Рита у нас главный библиотекарь, руководитель сообщества безопасного интернета и еще волонтер финансового просвещения. Ну, давайте обо всем по порядку. Да? Здравствуйте, Петр. Да, здравствуйте. Да, действительно. Да. Давайте, учитывая, что у нас как бы кулинарный формат, кулинарный ток-шоу мы его называем, чем вы к нам сегодня пришли и, скажем так, что будем вместе готовить? Сегодня я к вам пришла с семейным салатом. Это семейный рецепт, который мы готовим каждый Новый год, уже на протяжении 24 лет. Это оливье? Вот. Это не оливье. Это не оливье, это разновидность корейского салата. Ну, мы привыкли, что у нас картошка с мясом, если это салат, то это корейский салат. Да. Вот. А сегодня это будет картошка с мясом, но еще туда будут добавлены зеленый горошек и соленые огурцы. Ну, мы, да, конечно, привыкли, что корейский салат – это мясо, картошка, но какие-то заправки корейские, а тут чуть-чуть… Ну, корейцы же наверняка не только такой салат кушают, поэтому, да? Конечно, согласна. Но такой вот мы нетрадиционный вид. Хорошо, перебивая, я сразу говорю, вы оливье готовите вообще на Новый год? Оливье, конечно. А, да? Ну, то есть, как бы, он у вас, тем более, вот этот салат ассоциируется с Новым годом, получается? Да. Хорошо, что нужно, как долго все это делается? Вообще, готовится недолго, потому что картошка традиционно чистится, режется соломкой. Я смотрю, она у вас почищена уже. Я теркой пользоваться не умею. Те, кто умеют пользоваться теркой, можно на крупной терке натереть и, в принципе, так приготовить. Необходимо мясо, говядина. Я обычно готовлю жеребятину. Под Новый год мы всегда закупаем жеребятину и этот салат добавляем в жеребятину. Как все настоящие якуты? Конечно. У нас в России жеребятина – это наша зимняя еда. Хорошо. Зеленый горошек и соленые огурцы. Соленые огурцы, огурчики, да? Хорошо. Вот и, в принципе, все также перемешивается, процесс тот же, мясо жарится, картошка варится до состояния полуготовности. Ну, давайте приступать, тем более, что если варить надо, то какое-то время это займет. Да. Так, наверное, для начала мы займемся картошкой. Да. Семен, вы мне поможете? Да, я вот послушаю. Да. Семен вам поможет, мы картошку режем соломкой, тонкой соломкой, да? Как будто крупной теркой, да? Да, как будто крупной теркой. То есть у нас должны получиться вот одинаковые вот такие вот. А, вот такие? Да. Вот такие. Ты смотрел, да? Чуть-чуть. Да, я увидел. Семен все умеет. И я пока буду резать огурцы, потому что это тоже такой процесс. А пока вы режете огурцы, у меня вопрос. Расскажите, пожалуйста, немножко о себе. Ой. Да. Куда родом и все прочее? Так, я родом из села Синск. Вообще Хангаласского улуса. Я там родилась, выросла, закончила школу. Красивейшие места. Да, мне очень повезло родиться в таком месте. И я считаю, что именно, может быть, благодаря тому, что я родилась в Синске, я стараюсь все в своей жизни сделать по принципу упростить, украсить и улучшить. То есть, как-то потому что я привыкла смотреть на красоту, да? Я видел, что у вас 3 ужа, да, по-моему? Да, у меня, да. Украсить, улучшить. Улучшить и упростить. Упростить при этом. Все гениально просто. Да, все гениально просто. И в своей жизни я стараюсь придерживаться этих 3 принципов. Ничего не усложнять, ни себе не усложнять, ни другим не усложнять. И как-то если... Жизнь особенно, да? Да, жизнь особенно. Прекрасно. Поэтому жить по таким принципам, мне кажется, удобно, практично и, не знаю, просто. Хорошо. Так, родились в Синске. Да. Что было дальше? Что было дальше? Я закончила филологический факультет нашего Якутского государственного университета. Вот. И начала работать в сфере рекламы. Маркетинг и реклама. Пошла работать в сферу именно торговли сначала. Мы коллеги. Да. Я 17 лет рекламой занимался. Вот. Я работала маркетологом сначала в одной из торговых сетей. Это крупная торговая сеть. И потом я уже работала 6 лет в Республиканском банке. И именно там как раз, когда я пришла на работу в этот банк, я увидела, как важно помогать людям. И это было для меня открытие на самом деле.
ну, где банкиры, да, и где помощь, да, по Ну, сути. вроде как Вроде бы как бы. банкиры, наоборот же, у народа Да, все отбирают. а и тут, все видите, как-то- тут Ага. все мое, полностью мое как бы мировоззрение, оно немножко Мировоззрение, да. перевернулось, потому что я вошла в проекты, как начальник отдела рекламы, я тогда вошла в проекты помощь выпускникам детских домов. Мгм. Я вошла в проект помощь животным, потому что мы начали помогать зоопарку Мгм. Артодайду. У нас появилась рысь. Это специально такое, специально был разработан проект, который забота о животных, проживающих, ну, обитающих на Мгм. территории республики, да? Мгм. Вот. И, естественно, это проект «Финансовая грамотность». А тогда, еще в 2016 году, я была совсем, ну, финансово безграмотной, можно сказать. Так. Это такое В чем, откровение. в чем это отражалось? Ну, потому что я получала хорошую зарплату и сразу все до копейки тратила. И Ну, то есть дебет, кредит как бы конечно, мог, там- мог не сойтись. мог не сойтись. Я зарабатывала, все, что я зарабатывала, я могла спокойно пойти и спустить на шопинг. Так. Да, но Мне кажется, все всё-таки- женщины так делают. да, Это как бы и Алла когда я начала изучать эту тему финансовой грамотности, финансового планирования, Мгм. посмотрела, что действительно можно, деньги же можно откладывать, а еще эти отложенные средства можно приумножить, то есть их Ну да. разместить не только там, держать под матрасом, где-то под подушкой и да-да-да. так далее, да, ну, Ну, можно... принцип, что, ну, как банкир, вы знаете, что деньги должны работать. Да, правильно деньги должны работать. И получается, что я начала все те знания, которые я получала Мгм. в процессе подготовки к мероприятиям, в процессе даже разработки банковских продуктов, потому что именно тогда я ну, тоже работала над созданием неких банковских продуктов. Это Мгм. кредитные продукты, да, это карты и так далее. То есть я посмотрела на это со стороны С той стороны пользы, баррикад. да, С той стороны пользы баррикад. клиента, да. Так. Именно какую боль данный продукт, банковский продукт, да, или финансовый инструмент должен ли решать для клиента. Мгм. Как он ему может какую быть проблему полезен? должно Да, решить? Да-да-да. да. Мгм. И так мы вот, получается, потому что я же была все-таки ну, маркетологом, да, я должна была продумать, как это продать, как это преподнести там, и так далее. А если ты не изучаешь потребности своего клиента, своей целевой аудитории, то Мгм. тут, ну, в принципе, там продукт сразу обречен Ну он умрет в зародыше, как говорится. Вот, поэтому, в принципе, так появились первые банковские карты местного. Это программа лояльности, именно которая сейчас работает, да, Мгм. очень полезный продукт. Ну, то есть считаю. внедрение именно этого. Да, внедрение это было. Ну, это- чтобы человек мог повторно сюда прийти. Да. То есть у него была мотивация, но программа лояльности все же под это заточена. Конечно. Правильно? И я всегда говорю якутянам, да, говорю, что наш банк это все-таки единственный банк, который заботится о клиентах именно вот с такой отеческой заботой. М. Не с целью заработать на них, да, Мгм. а именно с целью вот. И вот эта вот идея, Опять же, согласно вашим принципам, упростить. да, Как- простите, это в какой-то мере- такое пользование финансовым инструментом оно должно быть простым. М. Человеку не должно быть сложно. Человек должен понимать, что у него в руках, Мгм. понимать даже сам принцип и процесс работы этих финансовых инструментов. Да, мы закладываем теперь картошку тонко порезанную и Ну, смотрите, как Семен чуть-чуть, клево сделал да, всё. буквально 3-5 минут И все. нужно будет, да, Еще все. немножко быстро добавим. Покипите Да. все, да? И она чуть-чуть закипит, Ага. 3 Затянется? минутки, да, чуть-чуть Она должна затянется, хрустеть. она должна хрустеть. А. Мы не должны ее Но переварить она ни в коем случае. не должна разваливаться. Нет. Ну, как бы, часто говорят, аль денте, да? типа? Аль денте, Аль да. денте, да. Ну, Я- корейский салат, это Я за 3 картошка года аль выучил денте. это. Вот. Семен меня научил. Так. И вот эта вот волонтерская деятельность, и она меня, я же должна людям рассказывать, да, вот о Мгм. финансовой грамотности и так далее, но при этом я сама должна быть финансово Ну грамотной. да, как можно научить человека, если Конечно. сам не знаешь? Если ты сам И на не этой... используешь, самое главное, на практике, И правильно? когда я поступила в 2018 году в финансовый университет правительства Российской Федерации Мгм. и А получила... даже такой есть? Есть. А где он Есть. находится? Это, Извините, пожалуйста. это Москва, Ага. это
университет, финансовый университет, который курирует Министерство финансов. И при этом университете работает дирекция финансовой грамотности и научно-исследовательский финансовый институт Минфина Российской Федерации. Так много слов финансовых прозвучало, так, ладно. Потому что работа в сфере финансовой грамотности, в сфере просвещения именно в этой области, она вся строится на основании стратегии развития финансовой грамотности, которая как раз вот разрабатывалась вот этими институтами, Министерством финансов, Банком России. Поэтому так часто мы слышим, что Банк России обучает там, финансовой грамотности, Банк России проводит уроки для взрослых и для детей и так далее. Да? Вот. И это все потому, что стратегия разработана именно вот так. А потом уже спускается в регионы, спускается в министерство и ведомства, и уже регионы на местах работают. А как долго вы учились? Я училась, недолго. Это было полгода, полугодовая программа. И по истечению мы получили все диплом. Финансовым консультантом становишься? Да, финансовым консультант-методист. Кроме того, что я могу консультировать население, то я еще могу и разрабатывать методики по обучению финансовой грамотности, чем я и занимаюсь. Сейчас, да. Вы же говорили, что пишете специальные сценарии, да? Да, сценарии уроков, да. сценарии учебных программ. Мы пишем, научили библиотекарей создавать мультсериал. У нас есть мультсериал «Финансики», да, это на сайте вот нашей централизованной библиотечной системы на русском и якутском языке, и еще готовится на бурятском языке. Вот про библиотеку. Как вы там оказались? Я оказалась там в ноябре прошлого года. Оказалась, возможно сказать, такой по счастливой случайности. Тоже отправила резюме и прошла. И я, честно, никогда не думала. Первая моя работа была в библиотеке, но тогда я там работала уборщицей. Мне было 12 лет, я мыла полы в библиотеке. Для того, чтобы книжки читать бесплатно? И это тоже. У нас дома была своя библиотека. У нас в доме у бабушки была огромная библиотека, и, в принципе, в книжках мы не нуждались, наоборот, к нам приходили. И я помню, как я писала дату, там, когда вернуть они должны. То есть у нас это формуляры вели, да? Конечно, была своя картотека. И в каждой картотеке мы записывали, кто взял, когда должен вернуть и так далее. То есть каждая книжка наша была подписана. Было так. Как библиотека своя домашняя, да, получается? Да, работа библиотекаря меня всегда удивляла, потому что тогда Октябрина Егоровна в Синске, она была главным библиотекарем, заведующей библиотеки, да? И она все праздники, сценарии она писала, сама ввела, там все костюмы, декорации, это все она продумывала. То есть она была таким универсальным человеком. И мне это так нравилось. И любые мероприятия, там, будь то какой-то культурный вечер, да, или будь то какое-то патриотическое мероприятие, вот она все это готовила и все это делала. И буквально в одном лице. То есть нас собирали, там вот школьников, я помню, мы готовили, что-то там делали. И это все, я удивлялась, как, она же библиотекарь, вроде книжки только выдавать должна. Еще тогда, в то время, да, это сколько, почти 30 с лишним лет назад. Вот. Ну и сейчас я тоже, когда пришла в библиотеку, так, давайте я помешаю. Да. И когда я пришла в библиотеку, то же самое. То есть библиотека сейчас это не место, где хранятся книги. И просто книги приходят Конечно. забирать. Да, еще какие-то такие около библиотечные мероприятия, да? Это мультимедийные центры. Допустим, у нас в нашей библиотечной системе, централизованной библиотечной системы города Якутска, 18 филиалов. Есть, конечно, так много? Много. Очуметь. И я работаю в Мархе. Я, по-моему, в 4-м филиале. 4 или 5 знаю. Так, ну ладно. Вот, да. Белинку знаете, наверное, да? Конечно, конечно. Библиотеку Пушкинка, «Маяк». Белинка, вот. да. Ну, Пушкинская это национальная библиотека. Смарт-библиотека тоже это ваша? наша. Это наша. Ну, то есть и централизованные вот именно, да? Ага. Да, когда мы приходим в смарт-библиотеку, мы видим, как поменялся формат библиотеки. Ну да, там же круто. Крутенько, да. Вот. Крутенько, да. Я хожу туда. И мы стараемся во всех библиотеках делать такое. Чтобы каждый пользователь, каждый читатель приходил в библиотеку и говорил, как круто, как у вас здорово. И мы проводим мероприятия в основном. И начинаем работать именно таким образом, что так, я салфетку возьму и попробуем.
Соль, по-моему, да, Семен чуть-чуть подсолил, добавил. Ага. Так, надо попробовать. Вы, наверное, Попробовать. определяете на глаз. А, соль добавить? Я хочу достать, именно достать. Картофелину. Ага. И на вкус. Нет, еще рано. Она не Еще закипела, рано? видимо. Нет. А соль? Хорошо? Соль нормально. Потом еще добавим соли, в принципе. Там по вкусу можно будет добавлять. И, ну вот про библиотеки, да? Мы проводим мероприятия разного формата. Мы делали букеты на День шоколада. Мы проводим уроки финансовой грамотности, да? Тоже, ну то есть Тоже, вашего да. не Рисуем картины. День Нептуна проводили девочки в смарт-библиотеке. То есть, ну вот просто... Проходка в купальниках, нет? Ну, что-то там было, да. Я сама не была, но Ну, что-то такое День интересное Нептуна. там было. Мне кажется, Вот. Ну, рисовали. только, на это, ведь. только это на ум приходит. Но извините. это же хорошо. Ну да. Почему бы и нет? Мгм. Йогой даже занимались. Были уроки йоги в смарт-библиотеке. Мне это очень понравилось. То, что я могу там раскрыться с разных сторон. Не только как финансовый консультант, Мгм. да, ну и в целом как просто как, ну, как Опять, мама, опять же как помогать, филолог, украшать, да, как учитель. и украшать, да. Да, украшать и украшать. Ну. Вот. И тут вот как раз пригодилось мое филологическое образование, потому что у меня 3 диплома. Я финансист, филолог и маркетолог. Вот. Передай, Получается. пожалуйста. Водичку? Давай. Думаете, что у нас уже готова картошка? Да. Ага, тогда, может, мясо поставим? Ну и сейчас получается, картошку в холодную воду поставим. Мгм. Для А, того, вот так надо чтобы- делать, да? Да. А, остывать. Можно Я ее не знала. охладить. А, А я просто вытаскивала и все. холодная вода, она, наверное же, ну, как бы, Стабилизируется, да, то есть. стабилизируется и не продолжает дальше Я разваливаться. знаю одно кулинарное слово «стабилизируется». Да. Как правильно? Так правильно, да, Сима? Да. Вот я хотел задать вопрос, да? Мы немножко, получается, узнали о вас, Мгм. но мне интересно, готовите ли вы дома? Ой, нет. Нет, Это первый раз. вообще, это реально, нет, это не первый. Я Это прикалываюсь. второй раз, когда я готовлю вот так вот. То есть по требованию, что ли, можно сказать, да? М. Ну, по приглашению. Не по требованию, а по приглашению. Первый раз это был фестиваль «Охота и рыбалка в Якутии». М, Вот, это была уличная такая готовка еды. ну. Я помню, мы там приготовили... Это фестиваль же, это как бы соревнование же Да, аж. и я готовила практически одна. Вот, ну, там чистили все, ну, готовили рябчиков у нас там, нам выдают же там набор продуктов, там, Так. рябчик был, Так. что эти караси были, еще какая-то рыба была, я не помню. Я в первый раз вообще все это как бы видела, но пришлось Это было готовить. для вас впервые, да? Да, ну караси нет, караси я люблю готовить, я их сама чищу, я умею их чистить, Мгм. и я обожаю просто чистить караси. Желчь тоже жарить. умеете вытаскивать? Умею, не разрезая, не повреждая, ничего, все это все я умею. Ну, я в деревне выросла, как бы там рыбу чистить надо. Синский, ну как? А вот не- этот картофель у вас получается фирменный? Это фирменный мужа Да? салат. А, Именно вот муж. мужа? А. Да, вот он, Готовите специально для него? да. И вместе с ним, не то что для него, я, в принципе, только как на, вот, как, помоги там, порежь, я порежу, Мгм. перемешаю, я перемешаю, попробую там на вкус, я попробую. Вот вся моя готовка вот в этом заключается. Петр, можешь, пожалуйста, да? Пока отложить, да? Да. Отложить просто. Да. И, Хорошо. Мы сейчас берем мясо, да, начинаем его обжаривать, да? да. Мясо мы сразу, Уже порезано. да, Тоже, оно порезано такие соломкой. соломочки. Ай-яй-яй. И, да, оно, Ну, все, закладывай. И нужно ее Чтобы просто быстренько обжарить, да? да, Добавляем соль, перец. да, Нет. чтобы оно было, ну, такое, не сильно с корочкой. Не сильно, да? Нет, не сильно. Хорошо, давайте я. А кто тогда готовит дома? Муж готовит, Всегда? а сейчас всегда. Ну, Муж? да, Золото. золото, да. Скажите, что он реально. Он- Пусть он- перейдете, посмотрит, скажет. Жора, ты золото. Да. Не, ну, Вот, действительно. и мне очень повезло в этом плане. Я вообще трудоголик. М. И часто приезжаю очень поздно домой. И даже, И шапоголик. ну, была. Была. Сейчас уже нет. Ага. Сейчас уже нет. Сейчас уже мы привыкли. Вот в чем основа финансовой грамотности, да? Так. Я такой небольшой поделюсь Вот, я лайфхаком, да. как раз хотел, вы мне с языка просто сняли. Да, финансовая Это грамотность. порядок, Чеснок. дисциплина, чеснок. Сейчас Да, чеснок. мясо, да? Мясо.
Вот так хватит. А Хватит. слишком много тоже Да? плохо. Мы потом свежий чеснок добавим лучше в салат. Хорошо. Ага. И Это получается вы готовите без соевого соуса. без соевого соуса. Ну, это зрителям нашим будет интересно, Да. Да. потому что ассоциация с Корейской, корейским да, салатом это обязательно. соевый соус, Мгм. такие классические их заправки. А, нет, мы не добавляем ни соевый соус, ни каких-то Ну, то есть заправок. именно Просто специальных корейских заправок нет? Нету. А. Нету. Ну, это Просто получается только ровно, картошка. как говорится, просто очень и вкусно. Да. Просто вкусно. Якутский. Да, просто вкусно, просто как вкусно. передача получается. Да-да-да. Так, ну продолжим, да, по поводу Да, конечно. Финанс. основ. Финансовая грамотность. Это финансовая дисциплина. Мгм. Если хочешь стать финансово грамотным, научись откладывать и копить деньги. Это первое, что Ну, нужно сделать. Считать хотя бы. Нет, Не считать. именно откладывать и копить, а потом уже считать. Ну, допустим, я знаю, сколько я зарабатываю. Ну, условно, у меня зарплата 50. 50. Да. Ну, пусть будет, да? Сколько это я должен отложить? Сколько? 5000? 10%. Да. Будь добр, не тратить эти деньги, Не трать, отложи. Для себя. Потому что мы же как? Мы живем как? Мы получили зарплату, отдали свои деньги всем, кому угодно. Всем. Мы пришли в магазин, заплатили, мы транспорт оплатили, мы за машину заправили, а в автосервисе заплатили, одежду купили, опять же, продавцам, да? Всем заплатили, а себе-то мы ничего не оставляем. Ну, И да. живем от зарплаты до зарплаты. Ну, а вот эти многие 10 так живут. Да, а вот эти 10% это как раз то, что мы оставляем На светлое себе. будущее. Да, вот именно, как финансовая Наши подушка безопасности. отцы, мамы говорили на черный день, бабушки особенно говорили, а мы говорим на светлое Сейчас будущее. это говорят для себя будущего. Для себя себя будущего. Или финансовая подушка безопасности. Как угодно можно это называть. Главное, я называю это резервным фондом. Мгм. Потому что иногда я этим резервным фондом пользуюсь. Так, в каких случаях? Им Ну можно вот пользоваться. Им можно пользоваться В в определенных случае моментах. крупных покупок. Например, мы купили дом. А, ну Естественно, да. мы из резервного фонда взяли на первоначальный взнос. Мгм. Да, круто. Вот, да. И сейчас мы используем резервный фонд для того, чтобы купить ну, какую-то бытовую технику новую, мебель там, и так далее. Ну, да. то есть крупные покупки, которые не каждодневные, правильно? Да. Так. Ну, мы его также и пополняем. То есть мы стараемся. Вообще размеры резервного фонда всегда думают, вот какой же, ну, когда ты не ставишь себе цель конкретную какую-то, да, вот, тогда сложновато. То есть, ну, так происходит все, как это говорят, ну, вяло, да, вот, вяло текущее такое состояние. Ну, закинул и закинул, хорошо, 10 есть, Хорошо, куда нормально. деть эти деньги 5000? 5000? Да. Да хоть куда. Вы Ну можете, как? как Под удобно. подушку? Есть люди, которые хранят Бан- под подушкой. В банке? Есть люди, которые делают, ну, именно привыкшие копить наличкой. Но все-таки нет ничего надежнее, чем вклад в банке. Под Потому процент. что под процент. Во-первых, это сохранение денежных средств от инфляции. Во-вторых, это надежно. И в случае форс-мажорных обстоятельств 1 400 000 можно вернуть. То есть это Но, гарантированный возврат. Застрахованы вклады. Они застрахованы, конечно, государством. А если делать это... То есть, если больше 1 400 000, можно в другой банк отнести? Да, можно разделить несколько А вкладов. 1 400 по 000 банкам. там. Да, да. Так, Но ладно. это еще надо накопить. А? Это еще надо накопить. 1 400 000? Да. Хорошо, да, согласен. Вот. И самое главное поставить себе определенную цель. Вот, например, сколько вы тратите в месяц? Посчитайте эту сумму и сформируйте себе вот такой определенный запас на 3 или 6 месяцев. Посчитайте сумму, сколько выходит, например, 25 на 3, 75 тысяч мне надо будет накопить. Это будет мой резервный фонд. Мгм. Вот. Вот так и И делать. да, и этот фонд всегда держать полным. Мгм. Если Ну, то есть на ни в 6 коем случае его не дербанить. Нет, его Да. дербанить не нужно. Вот дербанить как раз можно те средства, которые вы экономите ежедневно. То есть бывает такое, что людям очень сложно привыкнуть экономить, да, и начинают кардинально прям все. Не хожу в ресторан. Ну, можно не ходить, а что? Ну это же неправильно. Если ты любишь ходить в ресторан, ходи в ресторан. Если можешь позволить. Это же получается при этом. дополнительный стресс, если делать это Конечно. делать это слишком резко, да? Да. Это надо Кар- научиться делать это Потом- потихоньку
по наитию. Потому что да, обязательно как произойдет срыв. Да. Да, срыв, и он будет таким конкретным, понимаете? Это же придет Может человек быть, да. и говорится. Снежный ком накопится. Утром и- проснулся, а в кармане денег нету. Да? Как у нас часто бывает. Бывает. Поэтому, чтобы такого Где не деньги? было, не доводить себя до такого состояния, до стресса, да, нужно сбалансировать свой финансовый бюджет вот, и распределить в нем. И оставить и на развлечения, и оставить на вкусняшки, если мы там любим тортики Ну или да, еще да, да, что-то, да. да. На поездки. Баловать себя, Конечно, детей, близких. Почему нет? Конечно, это обязательно надо делать. Потому что деньги же нам даны как средства. Средства для того, Ну, чтобы мы да. достигали собственные цели и помогали достигать цели нашим детям, допустим, или помогали нашим близким и так далее, чтобы радовали их. И еще один такой главный лайфхак, ну, такой полезный совет, который вам поможет хотя бы просто рассчитать свой семейный бюджет в течение года, это определить даты дней рождения в календаре. И к этим датам копить Отдельно. отдельно, На сделать другой фонды. фонд, еще один фонд. Да. Также Еще можно- одну свинку купить. Да, Плюм. да. И желательно свинки, чтобы были многоразовые, потому что Ну да, да. на копилках тоже можно разориться. Буквально в воскресенье у нас был Можно из марафон. папье-маше самостоятельно. Да, мероприятие для многодетных мамочек мы проводили. И я им дала такой совет. Вот можно сделать такую коробочку, да, М. приклеить лист А4, расписать цифры от 1 до 100, и вы накопите 5050 рублей. Мгм. Вот. Потом накопили один раз и повторяете. То есть, ну, пока не накопите еще раз 5050 рублей. И вот, в принципе, этот процесс такой интересный. И особенно он Как интересен. игра. Да, Как он игра. интересен супругам, потому что у нас же тоже бывает такое, что у нас, например, раздельный бюджет. Я не лезу в карман мужа, он не лезет в мой карман. У нас общие... Ну, продукты-то вместе покупаете? Конечно, А, конечно, хорошо. конечно. И Типа продукты. в этом Было месяце бы- твоя очередь. Все- Было бы для нет. удивления 2 холодильника. Основные Нет, Это нет, мои нет. продукты, это твои Нет, продукты, да? Нет, такого нет, конечно. заправь свою машину сама. Ну, машину я сама заправляю, это да. Но ремонтирует, конечно, он, вот, если что-то вдруг там случается. Поэтому, но у него всегда, вот, согласитесь, что мужчине нужны деньги. Мужчины? Да, конечно. Мужчине? Да всем нужны деньги, Вот. не только мужчинам. Ну, некоторые же женщины считают, что все деньги она должна распределять, а зачем мужу деньги? Ну да, типа зарплату, Да. отдай-ка получку. Да, типа, да, да. Все, забрали Такого и быть не потом уже должно да, категорически. выдают. Вот тебе 50 рублей. Пятницу 500 рублей, иди, ладно, иди пиво попей, да? И из-за этого же ссоры происходят. А мужчина, когда отдает всю зарплату, допустим, он потом и спрашивает с нее, правильно? Он говорит, куда дело? Где деньги? Шуба? Айфон. Вот она я такой. Вот. Это же тоже Да. как бы такой момент, ну, для семьи не очень приятный, согласитесь, Ну что да. когда один тратит, другой зарабатывает. Здесь должно быть все Ну, какой-то такой некий баланс, да. Да. И когда мы составляем, например, семейный бюджет и распределяем расходы, мы учитываем потребности всех членов семьи. М. И детей в том числе. Мы спрашиваем, что тебе нужно, что ты хочешь, на следующий день, что мы будем готовить, даже в этом плане. Они говорят, мы хотим арбуз. Я говорю, хорошо, на выходные тогда мы возьмем шашлык и арбуз. И посидим на природе, поедим там это. Так вот. То есть у нас это так происходит. Мгм. Вот. Но при этом согласитесь с тем, что вы наверняка-то все равно в начале отчетного периода рассчитываете необходимые траты. Рассчитываете? Ну, то есть необходимые, без которых никак. Конечно. Квартплата, покупка Конечно, без продуктов и все этого прочее. вообще никак. Может, мы уже начнем перемешивать? Да, ну что ж, А, я одел перчатки, потому что вот попрошу вот тазик, Тазик, да, мазик. как мы говорим, да, его. Мы туда, получается, положим наши все ингредиенты. А это уже второй шаг по ведению семейного бюджета, как раз по финансовой грамотности, да, это учет своих расходов и доходов. Да, Потому учет, что, учет. Да, именно учет. Здесь уже как раз нужно научиться считать. Да. И это очень важно. Почему? Потому что некоторые думают, что, например, кредит не обязательно платить. Как? Ну, Как? бывает, есть такие, Если взял, что- то все. Ну, есть такие, кто не считают, что кредитные платежи – это обязательные платежи. А Их квартиру могут отберут тогда. отложить. Но если это ипотека, то да. А если это потребительский кредит, то, ну,
Телевизор Да. отберут. Ну, да, с этим, в принципе, можно попрощаться, да, так Ну да. некоторые так думают. Но, А к хватит, сожалению, в следующем месяце телевизор не смотрит, нафиг. это туда, Добавляем? это добавляем туда. Вы сейчас добавите, вот получается, огурцы, да? Да, и сразу же У нас добавляем вроде огурцы. серьезная передача, но я ее, по-моему, превратил в несерьезную. Я смеюсь все время. Серьезная, вообще тема финансов, она же такая около серьезная. Ну как, Ну как? довольно серьезная. Довольно серьезно. Если- А как быть, если, например, в семье один человек работает, например? Ну, нужно вот как раз то, о чем мы сейчас говорим. Да. Нужно распределять доходы и расходы, допустим, на Мне- обязательные и необходимые. И учитывать В первую очередь необходимые. в первую очередь необходимые. Мгм. И рассчитывать это таким образом, чтобы хватало в том числе и на сбережения. Да. То есть Мгм. на вложение. Вычленить 10%. Вычленить 10%. 10%. Вот эти 10% можно вычленять из любого вида заработка. То есть Ну да. даже Если даже- дополнительный источник дохода есть, конечно, то почему бы и нет? да. не зависит ни от суммы. Мне кажется, заработка. оттуда даже больше надо. Больше это очень хорошо, но хотя бы научиться 10%. Но. Хотя Не, ну бы. когда дополнительный, я Это- знаю, что я вот в этом месяце заработаю, а вдруг у меня какая-то подработка, с этого же, она же не влияет на мою себестоимость, скажем так, да? Я могу оттуда побольше Да. отложить. Вот, смотрите, в основном сейчас у большинства населения 30% от бюджета, от семейного бюджета, именно от доходов, да, 30% это кредитные средства. Это ипотека, это потребительские Ну, кредиты это и так далее. статистика, да? Это статистика. Так. Это у большинства так, потому Мгм. что, у 70% заемщиков у них 2 и более кредита. Ну, Вот. опять же статистика, да. А это опять же статистика. Так. Потому что, и вот если, допустим, вы говорите увеличить размер сбережений, да, вот когда мы закрываем все кредиты, мы же все равно привыкаем платить. Мы же Так. платим там по кредитам, Ну, да? привыкли, да. Да, привыкли. Ну, то есть она в себестоимости Все, и сидит и все. откладывайте эти деньги. Слава богу. Эти 30% откладывайте себе, откладывайте в резервный фонд, увеличивайте фонд своих развлечений. Уже можно поехать в поездку не в соседнюю деревню, да? Можно квадрокоптер купить. А можно квадрокоптер купить, можно и На удочку итальянские откладывать, столбы да? там. На удочку откладывать. На удочку, Можно. спиннинг Спиннинг даже, подороже. да. Ну все что угодно. Машину обновить можно, Да. да все что угодно можно сделать. Можно купить водный мотоцикл, можно купить Ну лодку. да, ну понятно. Но... Все что. Вот. И самое главное, если вы. Ага, вот чеснок. 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 И сейчас сюда же можно соль и перец на ваш Еще, да? вкус. Да. Чуть-чуть. Чуть-чуть. И перец. Ну, перца можно побольше. Побольше. Да. Так. Смотрите, что у нас получается, если видно. Да, ну это мы выложим в тарелки. Да. Да, и нам покажем специально, Вот. снимем для телезрителей. И когда мы... Вот почему я говорю, что важно научиться копить, да? Мгм. Ведь когда мы копим, мы приучаем себя к этой финансовой дисциплине. Дисциплина самое главное. Да, Вырабатываем все привычки. да, А они вырабатываются, да. по-моему, 80 А дней. наш мозг привыкает к тому, что у нас всегда есть деньги. И уже вот эта гонка, бесконечная гонка по зарабатыванию денег, она немножко прекращается. Человек как-то выдыхает, он Мгм. начинает жить спокойно, он начинает быть уверенным, он уже начинает размышлять как уверенный человек, начинает искать именно те необходимые вещи, например, начинает искать дополнительные виды заработка, например, монетизирует свое хобби. Мгм. Если мы же часто видим, да, что мамочки, которые уходят в декрет, ну, естественно, что на социальное пособие, это как ты проживешь? Никак ты не проживешь. Поэтому многие К мамочки сожалению, никак. да, начинают работать, они начинают придумывать какие-то Да. виды дополнительного дохода. И у многих получается до такой степени, что они открывают собственный бизнес. Да, Да, кстати. уходят же со стабильной работы, Да. казалось бы, да. и- Самозанятые хотя да, бы. Ну, да, тоже, но почему бы и нет? самозанятость это вообще такой бонус от государства для начинающих предпринимателей. Вообще круто. Да, это круто. Круто. И этим надо пользоваться, и это нужно применять. И когда вот человек научится копить, Мгм. тогда у него все просто складывается. Он начинает видеть картину. Мгм. Ну, вот смотреть уже на свою финансовую картину
не так, что она как черный квадрат Малевича, да? М. Что там никакого просвета нету. А где-то там вот так. Да, там картины Ленские, столбы, там что-то такое красивое уже вырисовывается, знаете, вот такие М. яркие краски появляются. Что не все так плохо. И когда мне говорят, что да, у меня все равно денег не было никогда и не будет. Я говорю, ну, вы живете в своем доме? Да, в своем. Ездите на машине? Да, на своей машине. А что еще у вас есть? Ну, буран есть, там, лодка есть. Ну, еще. что-то Я есть. говорю, так вы миллионер, товарищ. Так-то да. Ну, если посчитать. Мульти. Мульти даже, да. Да, Ну, мульти. здесь Сейчас дешевле миллиона, по-моему, машин нет с даже. десяток миллионов же, ну, если вот так посмотреть, то у Мгм. каждого из нас... Каким-то образом человек заработал. Да, это Да. же все деньги. А мы жалуемся. Мгм. Это все же мы заработали Денег нету все время. Говорят, денег нету и не будет до 2026 Вот. года. А Как почему мой, именно до 26? как мой друг говорил, говорит, ну, А чё, почему говорит, именно до 26? ну, он прикалывался так, говорит, и, спрашиваю, говорит, что, деньги есть, говорю, это, поехали туда, там, говорит, денег нету и не будет до 2026 года. Я говорю, в смысле? Говорит, я, говорит, в ипотеку вступил. А, ну да. Ипотека тоже. На ипотеку, конечно, Долго смеялись, и в наших кругу друзей это такая это тоже шутка ходит. согласитесь, что такой хоть хороший подарок. Ну, как бы такая возможность, реальная возможность человеку приобрести собственное жилье. Ну да, И- тоже плюс. Да. Тем более сейчас нынешняя ипотека и дальневосточные и все прочее для молодых, она же вообще, ну, мягко говоря, халявная. Да. 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 1%. Учитывая то, что инфляция и все прочее. Но не только для молодых, еще и для медиков, и для учителей. Да, для многих, Вот, в общем, да. да. Ну, здорово. Ну что, друзья, все перемешали, мы показали. Ну, Да. пора уже раскладывать. Я предлагаю, Семен, да. все-таки попробовать, да, наверное? Да, давайте. Так, что у Вот, нас может, там у по нас соли, есть сейчас мы- по соли, перцу? Нюхает? Шеф нюхает? Отлично. Отлично. Тарелочки, Семен, пожалуйста, сервируй. Очень Он- рада. Нашему вы- гостю Так. предоставим Ага, давайте я буду... право раскладывать, Раскладывать, разлаживать, разлаживать, раскладывать, накладывать, накладывать, налаживать. налаживать. Да, не знаю, как правильно, потому что мне ругают. В соцсетях иногда говорили, да разве это ведущий, говорит, не умеет говорить правильно. Говорю, ну что поделаешь. Сейчас можно Все говорить поняли. как угодно. Ну, Это да. вот... Как филолог вы говорите. Да, я говорю как филолог, потому что у нас сейчас... И даже говорит- слово «ихний» появилось, да? Да. И даже кофе стал оно. Оно, да. Да. Ну что делать, поделать. Поэтому- Сейчас немножко все упрощается. Все упрощаем. Да. И, Скоро уже на албанский язык перейдем. ну, дай бог, что нет. Нет, да, слава Надеюсь, Я нет. надеюсь, что богу. нет. Надеюсь, нет, да. Вот у меня сын хочет Это ваш? изучать... Ой, это мой. Изучать Нет, давайте, якутский это мой. язык. М. И это Отложим? прям меня очень обрадовало. М. И я буду сейчас с ним заниматься, потому что я немножко говорю все-таки на якутском языке. Ну что, показали? Да. Ну, надо пробовать. Самый Надо приятный пробовать. момент нашей передачи, Давайте который особенно пробовать. мне нравится. Давайте пробовать фирменный салат от Риты Якушевой. Корейский салат на Новый год. Да, обязательно сделайте такое. Потому что я нигде ни у кого не видела именно такой рецепт, М. куда добавляются огурцы, зеленый горошек. И Обычно делают корейцы просто- интересно делают так? Ха. Ну, я думаю, что после нашей передачи точно начнут. Потому что После этого. реально вкусно. Действительно очень вкусно. Да. И у меня Жора делает вот такую, муж делает такую большую кастрюлю вот этого салата. Ну, несколько кусков жеребятины туда уходит. Да, жеребятину туда вообще отлично Вообще, подойдет. вот, именно он для жеребятины и создан. Это вот такой якутско-корейский Ну, будет у нас. да-да-да. Да. Коллаборация. Ага. Здорово. И этот, буквально вот этот тазик, он у нас улетает за новогодний вечер. Ничего Можем. себе. Все только его и кушают, да? Да. М. На следующий день оливье. Да, Рита, ну, эфирное время, к сожалению, у нас не резиновое, да? Мы еще не коснулись одной вашей ипостаси насчет безопасного интернета. Да. Расскажите, пожалуйста, как вы туда пришли? В этом году мы создали сообщество безопасного интернета в Республике Саха-Якутия. Я стала его Создали даже. создали, да. Мгм. У нас есть сообщество, туда входят эксперты, которые работают в разных сферах, в разных областях. И в основном это люди, которые связаны с социальными сетями. И на своих мероприятиях, когда я провожу мероприятия по финансовой грамотности, финансовой безопасности, я в том числе и говорю о цифровой безопасности и кибербезопасности. Это именно то, в чем заключается работа нашего сообщества Лиги безопасного интернета. Так. Мы все, наверное, видите, да, что мы сталкиваемся с атаками
финансовых мошенников. Кибератаки, Да. мошенники. Фейковые новости и так далее. Это все, это тоже атака. Ну это да. же люди же страдают от этого. И мы учим людей воспринимать это правильно. Причем не только финансово. И не только финансово, Да. а именно в любом формате. Психологически, да, давка даже какая-то идет, да. Учим детей, как правильно общаться внутри игр. Мгм. И как правильно регистрировать свои аккаунты, и как правильно, Безопасно, чтобы, да. чтобы это было безопасно, как правильно осуществлять покупки в интернете. Это все оттуда, это все вот эта тема. Ну, то есть это вообще такой широкий охват получается, Конечно. везде. Да. Да? И еще сама Лига, это федеральный проект, Лига безопасного интернета, это еще и поиск людей. Поиск людей. Поиск людей, да, М. пропавших людей. И даже в этом, да? Даже в А этом. кто к вам обращается? Кому вы Ой, помогаете? В основном мы проводим сами мероприятия для школьников и для взрослых. А как они проходят? Ну, то есть вы идете в школу и говорите, мы можем к вам Да. прийти, Да. Да. прийти, провести мероприятие, Да. и, скорее всего, соглашаются. Конечно, мы Но- участвуем в экспертных советах, мы Мгм. участвуем. То есть это какая-то общественная нагрузка или Да, это что? это общественное, полностью Ну, то есть, опять же, волонтерское. помощь людям, как раз вот ваша Да, то, что, моё то, что, мое жизненное кредитное, да, жизненное ровно кредо. укладывается в эту в канву, да, получается? Да. И я помогла себе, получается, помогла своим близким и поставила перед собой задачу помочь всем якутянам. Ну, а Мгм. через якутян уже это все проходит, уже как-то само собой перенеслось уже на всю Российскую Федерацию. И я Мгм. уже, у меня есть много знакомых по всей России, с которыми мы общаемся, делимся проектами, проводим совместные какие-то мероприятия. Ну, это круто. Мгм. Вы говорили, что, по-моему, еще и брошюры выпускаете, да? Да, брошюры по Мгм. финансовой безопасности. Сейчас у нас выходит справочник. Что больше всего волнует якутян? Ну, то есть, к какими проблемами обращаются? Наверняка это в первую очередь мошенники, да? Или Конечно, мошенники. Это моя первая задача, вот именно защитить, научить защищаться от финансовых Профилактика жертв мошенничества, финансовых да, ну чтобы, да. да. Особенно пожилые люди к этому Да. склонны, к Ну, сожалению. Сейчас уже статистика немножко перевалила на молодое поколение. М. Все-таки мошенники, они стали более грамотны. Ну что у пенсионера там из сбережений, да? Ну да. Суммы небольшие. А у работающего человека денег много. Мгм. И они стараются брать промышленные районы, это Мирный, Нерюнгри, Мгм. город Якутск. Вот, Мгм. и стараются выбирать таких жертв, которые уже в среднем возрасте, наши с вами ровесники. Ну, вообще расхожая есть такая фраза же. Чем чудовищнее ложь, человек в это верит. Да. Да. И, к сожалению, мошенники, они очень дружат с социальной инженерией и разрабатывают такие ходы, выходы. Изощренные, да. И Что как будто это настолько правда. они, да, могут психологически воздействовать на своего оппонента, да, своего Ну, жертву. на так свою называемые инфо-цыгане. жертву. Да. и Как бы они- неплохо не говорилось, ну, у нас как бы цыгане это все равно как бы те люди, которые приходят с тобой, к тебе только чтобы обмануть. К сожалению, там цель одна, да. Там цель обман. Выемка денег. Да? Да. Просто забрать, завладеть чужими деньгами. Кровно Всё. заработанные. Да? Причем кровью и потом. Кровью и еще не потом, просто кровно потом. заработанные, да. Последние чуть ли не деньги, да. И Люди я готовы отдавать. живу в республике с самого рождения, никуда отсюда не уезжала. Я знаю, насколько тяжело тут достается вот эта жизнь, да? Ну да. И как она тяжела, и как она нелегка, и как маме многодетной, допустим, воспитывать детей, и при этом соблюдать там все... Вот. И я вижу это через себя, и я хочу помочь, чтобы наши мамочки, там, родители, дедушки, бабушки, даже дети, чтобы они были защищены хотя бы информационно, чтобы вот эта информация, важная информация, которой владею я, мои коллеги, чтобы она любыми путями дошла до каждого якутянина. Мгм. Ну, чтобы человек перед тем, как сделать какое-то движение, ну вот где-то тут подумался, а не мошенник или это, Чтобы- перепроверить Конечно. лишний раз, да? Да. И вот сейчас ваша передача вышла с такой полезной темой. Есть рубрика на радио «Ты Тим». Это тоже волонтерский проект, который выходит каждый вторник. И мы там тоже говорим и о финансовой безопасности, и о финансовой грамотности, и о кибербезопасности. М. То есть мы стараемся, чтобы человек отовсюду мог получить эту информацию. Мгм. И в социальных сетях мы пишем. То есть это все вот буквально... И вы еще и блог же ведете, я Да, знаю. Да, пока у меня есть свой Мгм. блог, и я туда размещаю. Ну и статьи пишу в разные газеты, Ну. журналы и так далее. Ну здорово, видите, друзья, как много
как говорится, интересного. Даже я что-то узнал, для себя уже так вот здесь галочку поставил. Здорово. Все верно. Да, здорово, здорово. Все верно вы говорили, Рита. Спасибо вам большое. Передача наша заканчивается. И у нас такая добрая традиция есть. Пожалуйста, видимо, вот на эту камеру пожелания для наших телезрителей. Дорогие телезрители передачи «Просто вкусно», я желаю вам, чтобы ваша жизнь была простой и вкусной, как вот это блюдо, которое мы сегодня с вами приготовили. Ну и, конечно же, соблюдайте те основные простые правила финансовой грамотности и финансовой безопасности, все то, о чем мы сегодня поговорили. Применяйте эти советы на практике, и тогда вы будете защищены. Все, спасибо вам большое. Да, а я еще раз скажу, что у нас сегодня в гостях была руководитель сообщества безопасного интернета, волонтер финансового просвещения Рита Якушева. Рита, спасибо вам большое. Спасибо. Семен Тарбахов, я Петр Цепандин. На этом, друзья, мы с вами прощаемся. Будьте здоровы и кушайте, как всегда. Просто И вкусно. вкусно. Будьте здоровы, друзья.